Здравствуйте. Сегодня гость программы «7 дней плюс», руководитель студии дубляжа первого детского телеканала «Шаян ТВ» Роза Адзиатуллина. Роза, исәнмесез? Исәнмесез, здравствуйте. Здравствуйте. Забыла сказать, первого детского татарского телеканала, так ведь? Верно. Вот «Шаян ТВ» уже 2,5 года, но, насколько мне известно, татарское детское телевидение имеет очень давнюю историю, очень добрые традиции, а вы пришли чуть ли не в 90-х годах прошлого столетия на телевидении, так ли, Роза? Да, в 90-х годах я пришла, я участвовала в программе для малышей «Элли-Белли-Беу». Меня пригласили в качестве актера, потом уже пригласили в качестве ведущей. И вот так вот я начала свой трудовой телевизионный путь. Мне очень понравилось с детства. И сейчас я иду по этому выбранному пути. В 90-х годах, в принципе, вот когда объявили суверенитет, открыли татарские гимназии, мы именно вот это поколение, которое пошло в татарскую гимназию и стали уже обучаться на татарском языке. Хоть мы, конечно, я помню, что были немножечко проблемы с татарским языком, потому что все-таки городской ребенок с советских времен. Но вот именно вот это образование татарское, оно помогло мне в идеале сейчас знать татарский язык и общаться, и растить своих детей. Роза, а кто вас тогда собирал? Вот кто вас сплотил, можно сказать? Рамиля Ахмедзакировна Сахабуддинова. Она уже с практически юности на телевидении тоже. И она собрала нас, собрала деток и вырастила из нас настоящих журналистов. Малыйлар һәм кызлар, хәерле кич барыгызга да. Эфирда «Тамчы» программасы. Бүген 23 февраль. Она открыла нам путь в телевизионную журналистику. Она учила, как правильно говорить на камеру, как правильно держать микрофон, как вести себя во время интервью. Очень много организовывала встреч. Также у нас были режиссеры, Загира Бариевна Куртаева, которая тоже очень много научила нас вот это именно режиссуре, телевизионной журналистике. Очень много вложили в нас. И поэтому я думаю, что мы как бы их надежды оправдываем сейчас. Угу. Ну, как раз вот детское телевидение тех времен, как раз можно сказать, что заложило вот основу нынешнего «Шаян ТВ», да, и Рамиля Сахабуддинова, она является директором «Шаян ТВ», не так ли? Да, там открылась программа «Томще». «Томще» — это было что-то такого тележурнала для детей на татарском языке. И она была очень популярная, потому что через некоторое время, когда уже я выросла, ко мне подходят, например, люди и говорят: «О, Томще кызы», то есть дочка Томще, то есть меня узнавали по программе «Томще», потому что зрители, они видели, как мы растем. То есть мы сначала вели «Элли-Белли-Беу», потом мы перешли на «Томще» для школьников, потом мы перешли в «Ешляр Тукталышы», это уже для подростков, и дальше уже открылась ТНВ, и на ТНВ мы начали свой трудовой путь. И вот так вот мы выросли, то есть с детских времен начали понимать, что такое телевизионная журналистика, с чем его едят и как дышится. Да, но все равно вот эти несколько часов, это было мало, да? Для татарских родителей, татароязычных родителей хотели большего, хотели, чтобы был отдельный детский канал. Вот, Роза, говорят, во всем мире детские телеканалы – это очень дорогостоящее удовольствие, не так ли? Вы помните, как это все начиналось? Вот 2,5 года там назад были ли какие-то страхи, были ли какие-то вот опасения, что не получится там, что придется очень сложно, что весь процесс может затянуться? Вы знаете, у татар есть такая поговорка «Куркан эш хайрли» было. То есть того, что мы боимся, обычно всегда заканчивается хорошо. Это была наша мечта уже давняя – создать свое 24-часовое телевидение, детское. Конечно же, мечтам свойственно сбываться. И Аллаха шикр, при поддержке нашего президента Рустама Нургалича Минниханова наша мечта сбылась. Открытие детского татарского канала «Шаян ТВ» стало ключевым событием в медиапространстве республики. 12 ноября старт долгожданному проекту дал президент республики Рустам Минниханов вместе с создателями канала. «Шаян ТВ» можно смотреть и в кабельных сетях, и в интернете. Татары очень много где проживают, и сейчас с благодарностью нам пишут за то, что открыли этот канал. Даже вот, например, были прямые связи с Рустамом Нургалиевичем из Австралии, из Германии, и с очень много стран. Они уже все благодарили Рустама Нургалиевича лично за то, что помог открыть этот телеканал для детей. Хочется отметить еще и нашего телевизионного наставника Ильшата Юнусовича Аминова,
которого наши дети просто обожают. Он постоянно общается с нашими детьми, он постоянно какие-то идеи подкидывает, постоянно что-то вот... Он вспоминает свое детство, потому что он тоже, я так поняла, в детстве участвовал во многих программах детских, и он постоянно с детьми делится. Конечно же, мечта сбылась. Было тяжело. Естественно, это всегда тяжело, когда ты открываешь что-то новое, что-то необычное и что-то современное, если ты хочешь, чтобы это смотрели дети современные. Время меняется, и с этим должны меняться и мы, и телевидение меняется, и принципы работы меняются. Поэтому мы всегда держим руку на пульсе, и всегда активны, и всегда в движении. Но ведь вам нужно было наполнить еще национальным контентом, так ведь, телевидение? Идей было много, если честно. Некоторые программы перешли с Еш ТНВ, где уже тоже дети воспитывались. Например, Иван Остроумов, Чулпан Хазиева, Аделя Бектимирова. Они пришли туда совсем маленькими детьми в Еш ТНВ. И сейчас, посмотрите, Аделя Бектимирова ведет там еще шоу на ТНВ. У нас на Шаяне работает в пиар-отделе. Ваня Остроумов тоже у нас ведет программы. То есть они... выросли. Дети растут у вас здесь, да? Малика Матыгулина, которая сама уже у нас в штате, она пришла к нам в штат уже 18 лет. Мы хватаем вот талантливых детей и не отцепляемся просто от них, потому что мы знаем, что они могут нести вот это вот татарское, национальное в наши ряды. А какие еще интересные программы сегодня есть? Программ очень много, каждый раз открываются у нас. У нас около 20 собственных программ. То есть Акыл Батл, Том Шоу, Яшляр Тукталыше. Для разной возрастной категории. Есть для маленьких, есть для средних, для старших. То есть что хотите, можете показать своему ребенку в любой момент. В любое время суток включить телевидение, Шаян ТВ и получить то, что хотите. Спокойно оставить ребенка, не беспокоиться, да? Да. У нас все позитивное, все... то, что именно ребенок хочет сейчас видеть, и то, что хочет родитель, который воспитывает своего ребенка именно вот в национальной такой среде. Роза, скажите, а вот есть такие программы, которые по уровню знания ребенка языком, то есть они от простого к сложному, например, идут? Есть такие программы? Есть. У нас скоро откроется программа «Элифба», где дети будут изучать татарский язык уже с букв, потом предложений. Просто изучаем татарский язык. «Бргеляп Иряник», где на русском языке Ваня преподает и в игровой форме изучают татарский язык вместе с детишками. Значит, это не только для детей татар, да? Не только для детей. Приходят разные национальности дети, и, конечно же, они весело с помощью игры изучают татарский язык. Итак, это круглый, большой, праздничный... Белеш. Белеш. Да, белеш. Белеш – это перевод. А вот на русском как звучит это слово? Даже не знаю. На русском. Пирог с мясом, что ли? Пирог? Пирог, совершенно верно. Мы прививаем любовь с помощью посредством игр. «Эти блян мин» открылась программа. Зульфия Динуров со своими супер дочками, звездочками. Әти-әниләрегезгә әйтегез, телефоннарыгызны куегыз, безнең белән уйнагыз, безнең балачак бер генә дип әйтсәгез, алар сезне тыңламый калмаслар. Роза, а вот по поводу переводных мультфильмов. Ведь я знаю, что многие детские телеканалы как раз и переводят мультфильмы, да, на родные языки. У вас тоже эта практика есть? Да, мы начали с белого листа на самом деле, потому что, когда открылся телеканал Шаян ТВ, задача была поставлена, чтобы мультики были, и был дублированный контент. Мы выбирали мультики сначала с детьми, потом смотрели с родителями, с психологами, возможно ли, невозможно ли. И вот так вот собрался контент, который мы начали переводить. К этому подошли очень серьезно. Мы пригласили специалистов из Москвы, которые дали нам несколько мастер-классов, как это все делается. Было проведено обучение со звукорежиссерами. И вот так вот мы начали свой трудовой путь. Ну, уже свыше 7 тысяч переведено. Да, сейчас уже вот за 2,5 года свыше 7 тысяч сериалов, серий, мультсериалов, сериалов, документальных фильмов, различных развивающих программ. В принципе, этот процесс кажется, что очень все легко, на самом деле сел, озвучил, ушел. А с другой стороны, если посмотреть, на самом деле очень все сложно, потому что мы прибегаем к многоголосию. У нас
не один актер озвучивает, не два актера озвучивают. У нас есть 3, 4, 5 актеров озвучивают один 10-минутный мультик. И на самом деле каждый артист, каждый звукорежиссер, каждый режиссер, он понимает, что он работает с посылом на будущее, что именно сейчас проделанная работа вот на татарском языке, мультики, они приносят большую пользу нашему народу, нашим деткам. Именно вот с 0+ мы начинаем, они включают телевизор, уже вот эти Лео и Тиг, Сказочный патруль, Мимимишки, дети, которые смотрели, например, его на русском языке, а потом уже смотрят на татарском. Есть дети, которым родители включают только Шаян ТВ, и первый раз они увидели Лео и Тиг на татарском языке. Вот здесь вот результат налицо. Дети идеально начинают разговаривать на татарском языке, начинают звать артиста, вот эти Лео и Тиг тоже на татарском языке. Роз, ну вот, а вот последний мультфильм, да, один из последних, лучше скажу я, «Маша и медведь». Ведь это был такой долгожданный проект. «Маша и медведь» это была бомба. Что и как зрители восприняли этот сериал, как и процесс работы над этим сериалом. Было сложно. Сложно в плане том, что Москва хотела одобрения голосов, 100%. Потом мы каждую серию мы у них одобряем, утверждаем. То есть звукорежиссеры и производители мультсериала, они досконально смотрят каждую серию, смотрят уровень звука, и если есть какие-то ошибки, они нам присылают их, мы исправляем и выдаем в эфир. А то, что касается кастинга, он ведь тоже проходил очень сложно, кастинг да? проходил очень сложно. На самом деле все это казалось очень легко будет, потому что у нас детей талантливых очень много. На Шаян ТВ идеально и свободно разговаривающих на татарском языке машенек, их очень много, поэтому каждую приглашали, каждую записывали, и каждого ребенка вот хоть сейчас бери и на озвучку ставь, потому что у каждого и дикция красивая, и идеальный татарский язык. Детки вот у нас просто талантливые, они приходят с разных татарских гимназий, с обычных школ. Вот благодарю всех руководителей, всех родителей этих деток и также учителей, которые вкладывают в них. И в итоге-то кого взяли? Взяли в итоге Залию Зинурову, маленькую белую блондиночку с зелеными глазами, похожую на Машу. Президент сказал, ты лучше, чем эта Маша, помните? Да, конечно, она лучше, чем Маша. Мәскәүдә 10 кыз арасыннан минем тавышымны ни өчен сайлаганнарын белмим. Ләкин алар дөрес сайлаганнар. Сен Машаны узып киттең. Маша біне артта қоядыр. Сен номер 1. Вы только представьте, взрослый артист, он больше 2 часов не работает в принципе, потому что устает. А мы с Ильей работаем по 4 часа. То есть, так как времени практически нет, у нее тоже и музыкальная школа, и учеба, и кружки, мы ее вырываем в неделю один раз и по 4 часа сидим и занимаемся с ней. И она ведь не устает. Если даже устает, она этого не показывает. Вот такие дети, талантливые. Вот, кстати, у вас как раз недавно же и был президент Татарстана, да, смотрел, приходил на Шаян ТВ, очень высоко оценил, но сказал, что нужно двигаться дальше, и планы действительно же есть, да? Конечно, мы двигаемся дальше, без этого никуда. Рустему Нургалиевичу огромное спасибо за то, что он исполнил мечту наших детей. Они уже давно хотели видеть его у нас в гостях, потому что есть о чем рассказать, есть что показать. Детей, в принципе, мы не подготавливали так, что вот придет президент, вот такие-то вопросы. Ребята коллективно, то есть вместе собрались и решили показать то, что у нас есть. То есть от души, для души. И мне кажется, Рустем Нургалиевич именно это и понравилось. Biz gül özümüzün tilimizni de, neyimizni de, gırgıdatlarını saklap, şoluk şakta özümüzni ko'rsatarga tegish bugungi turmushda nechik yoshlar o'zlarini ko'ralar. Shunga ko'ra biz sizga bek
зур өметләр багышлыйбыз. А что дальше-то? Как будете дальше развиваться? Будем развиваться. Сейчас развиваем, сейчас в планах открыть ТикТок-фабрику, где будем кидать позитивные ролики. У нас в ТикТоке сейчас один ролик набрал 1,5 миллиона просмотров. Это который с котом? Да. Логики нет здесь, конечно. Ну, ТикТок, он вообще нелогичный, согласитесь? Да, потому что дети стараются что-то делать, там только несколько тысяч просмотров, а здесь просто котик проспал в школу, и ему 1,5 миллиона просмотров. Вот. Поэтому вот с этой нелогичностью будем и работать. Ну, ТикТок, так чем будете наполнять? Все-таки каким-то же все равно, хоть логический материал же должен быть там. Ну, конечно, будем наполнять прежде всего национальной такой изюминкой. То есть сейчас у нас в ТикТоке идут, например, что-то мы показываем, татарскую народную одежду, татарскую национальную выпечку, блюда татарские национальные, как-то их современность, да, заводим. Но эта задача все равно архисложная, потому что это должно быть с одной стороны национально, с другой стороны это должно быть интересно, не так ли? Да, потому что если детям. это не будет интересно детям, они просто-напросто не будут смотреть. Поэтому дети будут сами делать ТикТок и делать то, что им интересно. Потому что что им не интересно, их не заставишь сделать. Но вы же уже в интернете. Да, мы уже в интернете. У вас есть сайт? Да. У нас есть сайт, у нас есть платформа на YouTube, около 10 тысяч подписчиков. В Инстаграме у нас 25 тысяч подписчиков. И самое интересное то, что там больше не родители подписаны, а подписаны именно дети, которые участвуют в наших конкурсах, которые отправляют свои работы, которые снимают что-то для нас, отправляют, которые говорят: пригласите меня, я хочу быть ведущим, я изучаю язык, я стараюсь, я вот такой стих выучил, можно к вам прийти рассказать. То есть стимул, Шаян ТВ дает стимул, чтобы показать себя миру, а ребенку это нравится, быть вовлеченным в телевизионном мире. 25 тысяч плюс 10 тысяч, это уже 35 тысяч татароязычных детей, которые интересуются и татарским языком, интересуются татарским контентом, не так ли? Да. У нас, в принципе, задача воспитать элиту журналистики, вообще, в принципе, элиту татарского народа. Поэтому у нас всегда открыты двери, мы всегда открыты миру и детям. Например, если ребенок хочет прийти на Шаян ТВ, он придет в физзарядку, попробует себя, попробует. Там, конечно, не нужно знать татарский язык. Салям, саубл. Он изучает сначала так. Минимальный уровень. Да, минимальный уровень. То есть он вовлекается в телевизионный мир, в мир татарского языка. Потом он уже растет дальше. Программа Тукай Анаклары. Он рассказывает стих на татарском языке. Он старается, он учит, он выбирает этот стих. Потом дальше программа Акыл Батл, Тамши Шоу, потом Яшляр Тукталыша. И вот так вот ребенок постепенно изучает татарский язык. Как мы говорили, уже дети, которые пришли к нам в маленьком возрасте, они уже сейчас свободно и спокойно разговаривают на татарском языке. Роза, ну Шаян ТВ это только развлекательный контент, только развлекательные программы. Интересуетесь ли вы политикой, какими-то проблемами молодежи? Есть ли такие программы? Развлекательно-познавательные. Конечно же, в молодежных программах у нас поднимаются эти темы. Есть программа «Калеб», где приглашаются личности, которые влияют на молодежь, с которыми ведется беседа и задаются уж интересующие вопросы. Плюс еще есть программа «Яшляр Тукталышы», где это выездные съемки, тележурнал. Это, конечно же, мы выезжаем на место событий и снимаем именно то, что интересует. Көп милләтле республикабызда дус һәм тату яшик. Бердәмлектә безнең көч! Тоже по уровню владения языком, по уровню интересов, да, то есть все программы абсолютно разноплановые. Да. Дублирующих программ нет. Нет. А по поводу интернета, у вас же есть же Шаян ТВ, и в интернете как отдельная платформа, да, отдельный сайт. Ну, насколько вот он популярен, чем его вы наполняете? Каждый день на сайт заходит несколько тысяч пользователей. Там есть онлайн-показ, то есть ты можешь включить онлайн-кнопку, и то, что идет на Шаян ТВ, можно спокойно смотреть в любой точке мира,
И вот, наверное, скорее всего, и из Германии, из Австралии как раз-таки на сайты заходят и смотрят. Также у нас есть там видео «Карес», то есть подрубрики, где можно узнать и новости, чем дышит Шаян ТВ. Вообще, в принципе, сейчас молодежь чем интересуется, дети чем интересуются, какие мероприятия проходят в Казани, в республике, по всему миру. Также у нас есть своя база там уже накопленных телепрограмм, которые можно спокойно кликнуть, посмотреть, зайти. Также есть мультики, которые можно посмотреть, несколько серий мы выкладываем в интернет, чтобы ребенок в любое время мог зайти и посмотреть эти мультики на татарском языке. Ну, вот за эти 2,5 года вам не стало тесно уже вот в маленьких штанишках Шаян ТВ или нет? Тесно, нам немножко тесно. Потому что деток, которые хотят работать и развиваться, все больше вырастающего поколения. И, конечно же, студия, вот наша студия, она очень мобильна. Одна? Да, одна студия, мобильная, очень много локаций, где можно, например, из спортивной локации перейти в какую-нибудь популярную научную, там сразу Томши шоу можем поменять, или из Томши шоу мы поменяем в Сейлен, фестиваль песни. Локаций очень много, и режиссеры, и редактора наши все справляются, то есть меняют, что-то придумывают, но на самом деле места немножечко не хватает, а хочется больше уже границ, хочется больших объемов студии, стен, чтобы дети могли уже сами творить, сами сидеть, что-то создавать. Вообще телевидение — это коллективный труд. Не только журналистов мы готовим, мы также готовим монтажеров, также готовим операторов, которые, дети, они разные. Кто-то интересуется журналистикой, а кому-то интересна работа монтажера и оператора. Поэтому дети сейчас у нас умеют уже монтировать свои сюжеты. Некоторые уже сами снимают, монтируют, дают редакторам на проверку, режиссерам, если все отлично, идет в эфир. То есть дети сами это все делают. Роза, ну, я знаю, что телевидение, оно всепоглощающее, да, то есть один раз придя сюда, многие уже отсюда не уходят. А как вот дети? Они не теряют ли своего детства? Дети, которые приходят сюда и очень много времени проводят. Но мне кажется, для современного ребенка это уже неотъемлемая часть детства, где-то быть задействованным. Дети сейчас очень заняты, музыкальная школа, различные секции, кружки. Телевидение — это тот же самый кружок, если честно посмотреть, потому что они приходят в определенное время, они занимаются чем-то образовательным, получается. Все равно выход в свет, выход перед камерой — это уже что-то обучающее для тебя дает, правильно? Но они сейчас другие, они не похожи на вас? Вот на вас, на ваше поколение, которое пришло тогда? Они более активны, они не стесняются. Я помню, что я, когда приходила на телевидение, конечно же, я боялась камеры. Это было целое просто вот, страшное такое действие, это камера, как на нее смотреть, а там же миллионы людей и смотрят на тебя. Я себя помню в детстве, просто уговаривала сесть перед камерой и думала, что камера — это просто вот кусок пластмасса и просто линза, стекло. А на самом деле там же весь мир. Дети сейчас не стесняются этого. Дети сейчас совсем другие. Телефоны, гаджеты научили их свободно держать себя перед камерой, свободно держать микрофон, свободно излагать свои мысли. Поэтому детство не теряется, это однозначно. Они приходят сюда и в 100% объеме получают свое детство, потому что они здесь тоже так же стоят на ушах, бегают, прыгают. Ну, естественно, это вне съемочного процесса. Я думаю, что мы, наоборот, только делаем их детство более счастливым и более определенным. То есть они, приходя сюда, они понимают, хотят ли они заниматься с журналистикой в будущем, хотят ли они быть вовлеченными в эту профессию или нет. Роза, ну а есть какие-то все-таки правила? Вот правила, что вот здесь, на этой территории, лучше говорить на родном языке. Есть такое правило, нет? Ну, конечно. Мы, например, если слышим, что ребенок разговаривает на русском языке между собой, то мы говорим «татарча силяш», разговариваем на татарском языке, и попробуй изложить свои мысли на татарском языке, читай книжки на татарском языке, это помогает. То есть у нас здесь просто кладезь советов для ребенка. Ну вот, глядя на этих детей, можно сказать, что все-таки у татарской нации, у наших детей есть будущее. То есть татарский язык не умрет, как многие говорят. Он будет развиваться, он будет внедряться, его будет все больше и больше. Как вы считаете? Язык, конечно же, не умрет. Потому что, например, смотрите, меня воспитывали. Я хоть и городской ребенок, вот благодаря татарским гимназиям, татарским урокам, телевидению татарскому, я смогла выучить татарский язык в свободной форме. Мы растим своих детей.
нас растили также. Поэтому я думаю, наши дети будут своих детей растить. И я думаю, что в будущем вообще не должно в принципе возникать вопроса, что умрет ли татарский язык, как сберечь татарский язык. Он будет существовать, пока есть мы, пока есть люди, разговаривающие на татарском языке, пока есть деревни, которые с удовольствием все общаются и мыслят на татарском языке. Пока есть школы, на родном языке. Пока есть телевидение на татарском языке, пока есть книги, пока есть писатели. Этот список можно продолжать и продолжать. Конечно же, не умрет наш язык. Спасибо вам большое, Роза, за ваш оптимизм. Я желаю вам больших успехов и вашему каналу. А я напоминаю вам, что это была программа «7 дней плюс». И сегодня гостем нашей программы была руководитель студии дубляжа первого детского телеканала Шаян ТВ Роза Адиатульна. Роза Бигзурахмат сізге. Сізге рахмет. Сау болыңыз.